Минэкономразвития снизила оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году в 10 раз до 0,1% по сравнению с прогнозом в 1% ранее. Прогнозируемый уровень бедности по итогам 2020 года повышен до 12,5%. Ранее это было 12% по итогам 2019 года. Система перешла в плохое равновесие. Высокий темп потребительского кредитования поддерживает цены, вынуждая Банк России держать ставку на повышенном уровне. Это негативно влияет на ипотеку и корпоративное кредитование, а рост процентных платежей населения по кредитам вносит дополнительный отрицательный вклад в динамику реальных располагаемых доходов. Ключевые факторы, влияющие на промышленный рост и текущую ситуацию в реальном секторе экономики, обсудили на совещании у президента России Владимира Путина в Кремле. По словам главы государства, за первое полугодие валовой внутренний продукт России вырос на 0,7%, а промышленный рост за 7 месяцев составил 2,6%. Владимир Путин назвал такие темпы положительными, однако в целом динамику неудовлетворительной. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Что еще бы хотел отметить уже в качестве положительного фактора, это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике, реальные доходы людей растут медленно. И такое положение дел не может не вызывать беспокойства. Частные компании могут быть допущены к разработке арктического шельфа только в объеме не более нераспределенных 10% лицензий. Об этом стало известно по итогам совещания вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева. Сейчас на шельфе работают только корпорации «Роснефть» и «Газпром». Допуск инвесторов на шельф обсуждался только в контексте нераспределенных лицензий. О расширении присутствия частных компаний речи пока не идет. Согласно ныне действующему законодательству, разработкой шельфа Арктики могут заниматься компании, в которых доля государства составляет не менее 50%, а также те предприятия, которые имеют соответствующий опыт не менее 5 лет. Правила регистрации гражданских беспилотников устанавливаются с 27 сентября. Речь идет о летательных аппаратах максимальной взлетной массой от 250 граммов до 30 килограммов. Регистрация происходит в Росавиации. В течение 10 дней со дня приобретения или ввоза беспилотника нужно подать заявление в ведомство. Кроме того, необходимо до начала эксплуатации регистрировать и самодельные летательные аппараты. Присвоенный учетный номер впоследствии следует нанести на элементы конструкции беспилотника. В российском правительстве разработали документ, который усложняет жизнь компаниям, специализирующимся на интернет-торговле и рынку в целом. Некоторым компаниям, например, AliExpress, Озон, Wildberries, станет сложнее работать. Документом вводится понятие «агрегатор», который несет ответственность за бездействие при дистанционной продаже алкоголя и товаров, ограниченных к обороту. Представители отрасли считают, что новая версия правил перекладывает ответственность за соблюдение требований в отношении ассортимента товаров с продавца на агрегатора. По их мнению, агрегатор не должен нести ответственность за ассортимент продавца. Также в поправках, разработанных Минпромторгом, появился пункт о праве покупателя отказаться от оплаты работ или услуг, на выполнение которых не было получено согласие покупателя, и потребовать от лица, выполняющего такие работы, возврата уплаченной суммы. Требования о возврате денег предлагают направлять агрегаторам. Это может фактически заблокировать работу некоторых компаний. Эксперты подчеркивают, что основная проблема документа – расплывчатость некоторых положений, и полагают, что это создает поле для потребительского экстремизма. Представители интернет-магазина «Озон» полагают, что на развитие интернет-торговли в России положительно повлияло бы снятие запрета на ряд позиций ассортимента. С 1 сентября вступает в силу закон о билетной мафии. Документ распределяет правила продажи и возврата билетов, что станет препятствием для перекупщиков, которые массово скупают билеты на топовые мероприятия. Отныне распространять билеты имеют право лишь те организации, с которыми у культурных заведений заключен договор. Дополнительная оплата за сопутствующие услуги не может превышать 10% от стоимости покупки. Министерство культуры получит возможность утверждать форму билета как бланка строгой отчетности, а фактическая цена билета не может быть выше суммы, указанной на нем. Ужесточаются и правила возврата билетов. Если причиной служит не форс-мажор, то полную стоимость можно будет вернуть не позднее, чем за 10 дней до начала самого мероприятия.
На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.